Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркменского гражданского активиста Мурата Душемова осудили на 8 лет лишения свободы. 16 сентября суд над ним прошел в Туркменабаде в закрытом режиме, признав Душемова виновным в избиении заключенного в колонии в Сейди. Там Мурат Душемов отбывал срок по предыдущему несправедливому приговору. Новое уголовное дело против активиста полностью сфабриковано, а суровый приговор – это месть спецслужб за гражданскую позицию Душемова. Матери активиста сообщили о заседании накануне вечером. Женщина находилась на лечении в Дашогузе и вынуждена была на перекладных добираться до Туркменабада, но в зал суда ее так и не пустили. Душемова приговорили к 8 годам лишения свободы. Заявление на него написал осужденный из числа так называемых обиженников, работающих на администрацию. Мурат якобы избил его за несколько дней до своего освобождения. Сам активист еще на стадии следствия заявлял, что это клевета. Через назначенного государством адвоката он передал, что якобы избитый им осужденный сам в его присутствии начал биться головой о стену. Более 3 месяцев Мурата Душемова держали в СИЗО тюрьмы Абды-Шукур, хотя в таком, казалось бы, легком деле, где все понятно, затягивать с судом не имело никакого смысла. Однако власти в лице МНБ не только продержали активиста все это время, откладывая суд, но и изначально в нарушение закона скрывали информацию о его судьбе от родных. 14 июня Душемов должен был выйти на свободу после отбытия срока в 4 года, также по сфабрикованному делу, но домой активист не вернулся. Вместо этого 18 июня Туркмен Ньюс стало известно, что против Душемова шьют новое дело, а сам он переведен из колонии в СИЗО в Туркменабаде. Семье активиста ничего не сообщали, а матери Мурата за все 3 месяца ни разу не удалось добиться свидания с сыном. Наоборот, руководство СИЗО пыталось выяснить, откуда она вообще узнала, что ее сын находится там. Вместе с этим на семью постоянно оказывали давление. За матерью Мурата и его братом силовики установили наблюдение, их телефоны постоянно прослушивают, обоих регулярно вызывают в полицию или врываются к ним домой. Брат и сестра Мурата незаконно внесены в списки невыездных. Детали нынешнего обвинительного приговора Мурату Душемову пока неизвестны, но скорее всего речь идет о статье 107 Уголовного кодекса Туркменистана «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Еще до его первого срока с Муратом Душемовым постоянно работали спецслужбы. Они отговаривали его выступать и качать свои права, даже предлагали дать ему работу в домоуправлении, но когда поняли, что это бесполезно, то устроили ему провокацию и посадили на 4 года. В ходе одной из таких бесед в опорном пункте полиции небезызвестный Аразгильды Мередов, заместитель министра национальной безопасности, увидел в руках у Душемова небольшую книжицу. Он спросил, что это, на что Мурат ответил: это Конституция Туркменистана, гарантирующая ему свободу выражения мнения. Влиятельный силовик лишь усмехнулся. «Конституцию твою свернут в трубочку и засунут тебе в жопу», — сказал он. Полный произвол и, главное, политическая мотивированность процесса над Душемовым и есть показатель того, как в Туркменистане относятся к закону. Дело активиста уже привлекло внимание крупнейших международных правозащитных групп и спецдокладчицы ООН, а огромный срок наказания, которым оно завершилось, ставит на репутации Туркменистана и лично президента Сердара Бердымухамедова такое же огромное пятно. Во все новые международные отношения, будь то политические или экономические, Туркменистан будет заходить именно с такой печатью позора, как страна, которая не уважает собственные законы и защищавшего их активиста. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.